Антон, вы кандидат психологических наук, преподаватель. Почему автоспорт? Ну, автоспорт, я же несколько раз говорил, но еще раз с удовольствием скажу. Этот вид спорта, ралли-рейды, то есть гонки по бездорожью, он очень соответствует нашему российскому духу. То есть с дорогами у нас проблема, и какой русский не любит быстрой езды. Поэтому, мне кажется, это очень органично. Любой спорт подразумевает хорошую физическую подготовку. А в автоспорте важно быть подтянутым? Да, конечно, очень важно. Во-первых, это сохранение здоровья. То есть, как я говорил, компрессионный перелом позвоночника у нас профессиональная травма. Чтобы это не происходило, нужно накачать мышцы спины. Ну и плюс физическая выносливость и все остальное, чтобы быть максимально концентрированным на высоких этих скоростях, потому что цена ошибки там может быть здоровье, а то и жизнь. И чем лучше спортивная форма, тем больше концентрации ты, естественно, можешь достичь. А как себя поддерживаете? Но я вот занимаюсь спортом каждый день. У меня 3 силовых тренировки в неделю, 2 тренировки у меня бокса и 2 тренировки самбо. А пробег, вы говорили, 3 километра в любую погоду. Это я в детстве, начиная с 8 лет до окончания школы, я бегал 3 километра в любую погоду, в любые праздники. Вот, но, к сожалению, сейчас я живу не в Уссыльме, а в Москве. Вот, и самое лучшее, что я могу себе там позволить, это на беговой дорожке. Ибица Продакшн пригласила вас 28 марта участвовать в марафоне на зимней Ибице. Что вы будете там представлять? Я хочу рассказать на этом марафоне для детей с ограниченными возможностями, что не такие они ограниченные, что люди, в том числе очень сильно травмированные, страшно травмированные, благодаря силе духа достигали огромных высот, становились чемпионами мира, причем среди профессиональных спортсменов, а не на параолимпийских играх. Поэтому, если у человека есть дух, есть желание, он достигнет всего, что бы ему не мешало. Вы сами будете там? Обязательно. Я буду обязательно. Ибица мне очень нравится, и я с большим удовольствием и с благодарностью туда приеду.